Здравствуйте, Хайри Ликич. В прямом эфире на телеканале ТНВ, Татарстан ТНВ, планета ток-шоу «Точка опоры». Так, в стране продолжается всероссийская перепись населения, продолжается в ежедневном формате наша программа. Национальность татарин у десятков, у тысяч знаменитых наших соотечественников. Даже то, что сейчас, наверное, приходит на ум, это выдающийся физик Руаль Сагдеев, летающий татарин Рудольф Нуриев, олимпийская чемпионка Алина Загитова, Камила Валеева, которая только что совершила потрясающие спортивные успехи. И какой вклад внесла татарская нация в развитие цивилизации? Для чего нужны нации личности мирового масштаба? Об этом говорим сегодня. Да, мы уже говорили о роли татар в истории нашей страны, о вкладе татар в развитие современной России. И сегодня говорим о татарах в мировом пространстве. В эфире Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. И разобраться нам сегодня помогут эксперты. Некоторые из них сегодня у нас впервые в студии, поэтому мы очень рады их всех представить. Итак, Радик Римович Салихов, директор Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана, доктор исторических наук. Хайри Ликич. Также сегодня с нами Рай Равилович Фахруддинов, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета, доктор исторических наук. Эльмира Калимуллина, певица, заслуженная артистка Татарстана. Рады видеть. Давно вас не было с нами. Впервые с нами Альфия Абдельнуровна Галямова, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Татарстана. И с нами сегодня также Данис Фанисович Шакиров, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар. И с нами на интернет-связи Финляндия, Рамиль Беляев, доктор философии, имам мусульманской общины. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 5545-610, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям, выражайте свое мнение. Нас также можно смотреть в социальной сети ВКонтакте, группа ТНВ, а также на Ютубе. Ну и начнем давайте с неожиданного вопроса. Мне же сложно так его озвучить. Если бы не было бы татарской нации, чего бы лишилась мировая цивилизация в историческом контексте и в современных достижениях? Ну, в первую очередь, наверное, бы лишилась нескольких великих государств, которые еще с начала нашей эры существовали и развивались. Тут можно их долго перечислять. Наверное, бы лишилась бы довольно значительного количества вклада мусульманских богословов, теологов, поэтов, писателей, которые уже в Средневековье были известны всему миру. Во всяком случае, тюрко-мусульманскому миру. Интеллектуальные элиты. Да, ну, достаточно вспомнить Кулгали, Сайф Сараи, Шагабуддин Марджани, Курсави и многие-многие другие. Рай Равилович, вопрос неожиданный. Ну, наверное, Россия лишилась бы той великой, красивой, яркой, иногда драматичной истории татар, которая является составной частью не только российской цивилизации, всей евразийской цивилизации. Вот Радик Римович несколько имен уже здесь назвал. Я хочу обратить внимание несколько иное. Татары изначально являлись государствообразующим народом. Это и в эпоху раннего Средневековья, в эпоху развитого, позднего. Даже вот взять, допустим, не тюркские государства, да, Великое княжество Литовское. Там татары тоже получали особый статус. Я уже не говорю о том, что служилые татары – это особый феномен в истории России. А если мы берем новую, новейшую историю, вот называли уже именно, скажем, и Марджани, и летающего татарина Рудольфа Нуриева, но ведь много татар, которые являются, скажем, выходцами не только из России, а, допустим, из того же Великого княжества Литовского. Знаменитый, например, Чарльз Бронсон, это звезда Голливуда, он как раз из липков, то есть из литовских татар. То есть, ну, мировая культура, она, конечно, обогащена. И надо при этом признать, что и татарская нация, как государствообразующая нация, она тоже впитывает в себя лучшие достижения мировой культуры. То есть процесс взаимный. Ну, я бы на этот вопрос четко и ясно ответил. Да, не было бы даже вот этой мировой цивилизации, если бы не было наших татар. Вот Раиль сейчас сказал про служилых татар и про литовских татар. Вот в этом году, вот яркий пример только, в 2021 году правительством, значит, Литвы 2021 год объявлен годом истории и культуры литовских татар. То есть это же говорит о том, что действительно, и вот на сегодняшний день, когда мы говорим о Всемирном конгрессе татар, в 45 странах зарубежья и в 76 регионах Российской Федерации у нас функционирует 510 организаций.
Да, мы сегодня говорим о мировом пространстве, о татарах, и вот когда мы говорим о 45 странах зарубежья, это же не просто статус национальных меньшинств, это организация, которая имеет юридический статус. Допустим, Альянс татар Европы на сегодняшний день объединяет 15 государств, 33 организации. Вот яркий, очень хороший пример у нас Финляндия, Рамиль Беляев, он еще об этом скажет, и татары Финляндии, и книга была издана на сегодняшний день. То есть, и вот я хотел бы отдельно еще сказать, 15 октября в Москве проходил 7-й Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, и там министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров отдельно выделил Всемирный конгресс татар и Татарстан. И назвал, и вот для Татарстан ТД в передаче Сергей Викторович Лавров и Всемирный конгресс татар, и вообще Татарстан, как мягкой силой по продвижению интересов наших татар, мягкой силы по продвижению интересов России и вообще всех народов, которые проживают. То есть... А кого бы не услышали, кого бы в мировой цивилизации не увидели, не запомнили и не восхитились, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, все мы друг с другом связаны, все национальности, и мы, наверное, сейчас не можем представить мир без взаимодействия друг друга. Но я точно знаю, что, возможно, никто бы не услышал красивые мунажаты, которые пели наши бабушки, прабабушки. Это целые былины, это целые рассказы, это то уникальное, что есть у нас. Перечислять можно огромное количество фамилий, но самое главное вот это наша идентичность, наша особенность именно в мелодизме, в мелизмах, ну, лично для меня. Но это, опять-таки, проникновение одной культуры в другую. Я за то, что мы не можем существовать отдельно. Мы все взаимосвязаны, очень тесно. Хорошо, Альфия Габельнур, на ваш взгляд? Как вы уже предварили этот вопрос, назвав его неожиданным. Он действительно очень неожиданный. Мне, как историку, как бы вот очень странно слышать вопрос с приставкой «бы». Потому что, как говорится, история не знает сослагательного наклонения. И вот подчеркивая то, что сказали мои коллеги, историки, я бы хотела сказать, что подчеркнуть, наверное, может быть, как-то более выпукло выделить, что если бы не было татар как цивилизации, как вот этнополитического образования, то, собственно, и российской государственности не было. Российская государственность ведет начало свое с... Это очень долго замалчивалось, это очень долго искажалось в историографии. Но российская государственность, она, в общем-то, зиждется на государственности древних тюркских и Золотой Орды. Спасибо. И, да, Финляндия, Рамиль Хазрат сказал, можно называть его Рамиль. Рамиль, вам слово. Спасибо большое. Но я хотел бы сначала выразить благодарность Танису Фанисовичу. Он уже начал об этом говорить, о том, что если мы представим Финляндию как поле многих культур, многих цивилизаций и многих языков и религий, то если бы не было бы татар, то не было бы одного из ярчайших цветков этого поля. Я хотел бы напомнить, что именно татары явились тем людьми, которые первые привнесли и татарскую культуру, и религию ислам на территорию Финляндии. Это было более 150 лет тому назад. И нельзя ограничить только Финляндией. То есть необходимо здесь говорить о всем регионе. Это и Швеция, это и Балтийский регион, где татары привнесли и культуру, и толерантный ислам, которым сейчас и Финляндия, и весь этот регион гордится, что у них есть такая большая и длинная история ислама, которую привнесли татары. Спасибо. Если завернуть немножко по-другому вопрос, да, вот что важнее, личность или в целом народ? Насколько важно, чтобы вот, было такое мировое признание? Может быть, чтобы один человек, мы как-то тут тихо гордились, что это наш человек, да, или наоборот, что все-таки вот он должен говорить, что вот он везде татарин, да, что вот важнее и насколько важно вот это мировое признание национальности человека? Ну, что продвигает в мировом? Человек или нация? Человек, нация, это все достижение это взаимосвязано. нации. Человек без нации... Человек может гордиться не только своими достижениями, он гордится своей нацией. А, понимаете, нация, оно ведь понятие достаточно очень сложное. И, скажем, если нация не добивается успехов в культуре, в просвещении, в науке,
ну и так далее, то естественные представители этой нации, они не могут гордиться своей нацией. Представитель нации гордится своей нацией, когда она великая нация, когда она яркая нация, культурная нация, с высоким уровнем культуры. Тогда представитель этой нации, он и не скрывает, он с гордостью говорит. То есть здесь все-таки первоначально все-таки вот эта вот большая нация, да? Ну, так нельзя сказать. Человек... Личность, она сама по себе может быть яркой, но если эта яркая личность, она позиционирует себя представителем великой нации, просвещенной нации, то он себя считает более великим. Такая, да, еще да, получается. Конечно. Ну, а вообще, зачем, для чего нации признание мирового масштаба? И вот, в общем-то, вроде бы все признано, да, вот мы сейчас говорим, мы признаны во всем. А сейчас нам для чего это? У нации, Или мы сидим у сейчас... нации же нет цели добиться признания всемирного масштаба. Она Но живет, при этом мы совершаем открытие, она достигаем живет, и так далее. нация развивается на основе наследия предков, на основе своей жизни современной, на своих силах. Поэтому правильно Рэй сказал, что не бывает выдающейся личности без народа. И народ — это часть цивилизации. Мы должны говорить о цивилизационных вещах, которых не только, правильно, там татары, Россия — это тюркославянская цивилизация и цивилизация финно-угорских народов. Мы же живем взаимообогащая друг друга, да и весь мир, в принципе. Вот когда я сказал, что всему миру известен Шагабудин Марджанин, ведь это был как раз период, когда татарский народ, он находился очень прочно в лоне мусульманской цивилизации. И целая плеяда выдающихся богословов появилась не случайно, в том числе и Муса Бегиев, которого вообще никто еще не превзошел в современном мире, и весь мир его признает. То есть татары как народ, как нация, они уже в истории мусульманской научной мысли, они уже достигли мировых высот. Эльмир, на ваш взгляд, все-таки, мне кажется, в вашей сфере точно... В первую очередь, дело за человеком, в величии и таланте самого человека, гениальности. Ну, на мой взгляд, мы иногда путаем причину и следствие. Рудольф Нуриев, он поступил в советскую школу балета и стал там ярким за счет того, что у него была среда и конкурентная среда. Потом его признал мир. И, естественно, все мы гордимся тем, что у нас есть такой великий танцовщик. Я считаю, что в первую очередь мы должны создавать условия для того, чтобы, в принципе, человек мог реализовать себя как талант. Я тоже училась в музыкальной школе. Благодаря тому, что я училась в музыкальной школе и пела просто в хоре, меня заметили, потому что я трудилась. Потом мне предложили уже заниматься вокалом и дальше, и дальше, и дальше. Поэтому я считаю, что тот же самый хоккей. У нас есть все условия для того, чтобы люди занимались хоккеем. И один из первых выдающихся хоккеистов — это Николай Сергачев, насколько я знаю. И он тоже гордится тем, что он смог себя реализовать именно в Татарстане. Тимур Якупов — это один из первых наших хоккеистов, да, который в НХЛ, и вот привезли они в Какие этом знания все-таки у Эльмиры спортивные, да. И они привезли вместе с Дамиром Сабирзяновым Кубок Гагарина, потому что есть условия развиваться, и мне кажется, это одно из самых главных. Для меня, как для музыканта, важно, чтобы у меня был музыкальный театр, в котором я здесь буду реализовываться, и чтобы сюда приезжали те же самые туристы и узнавали, что вы знаете, есть классный театр, в котором поет вот такая вот певица, и такой-то, такой-то, что есть момент развития композиторского искусства, инструменталистам. Поэтому я могу тут говорить очень много, но опять-таки должны быть... У нас есть условия для того, чтобы развиваться, и чтобы эти таланты открывались. Чуть-чуть такая небольшая ремарка. Просто вот когда Рудольфа Нуриева на прошлой неделе некоторые вдруг назвали представителем башкирской нации, да, башкиром, вот меня вот здесь вот защемило. А вот все-таки... так называли, что ли, да? Да. Он на прошлой неделе попал в такой список. Вот, Денис Ванисович, вот в этой ситуации нормальная реакция? Но многие такие имена попадают в эту Мазит категорию, к Гафури у нас сожалению, попал, именно да. особенно в эту переписную кампанию. И вот сейчас те моменты, которые там происходят у нас в соседних республиках, тоже мы выясняем. Но знаете, вот все-таки, когда мы говорим о мировой цивилизации и о личностях, вот нация определяет личности. Вот я бы это сказал. То есть выдающиеся личности, они действительно определяют, мы всегда говорим, то, что татарский народ дал миру великих ученых, деятелей искусств, просветителей, от тех, которых говорил
Радик Римович, и эти имена, это же их можно продолжить. Вот, допустим, Габдрашид Ибрахимов, он был хукук саклаушы, то есть юристом, выдающимся, который защищал эти права. Но здесь я хотел бы добавить, как вот руководитель полком Всемирного конгресса татар, вот из плоскости имен великих личностей я бы все-таки хотел перейти и на имена личности наших руководителей татарских общественных организаций и представителей, которые по воле судеб оказались в странах зарубежья. Не из-за того, что мы от хорошей жизни. Потому что мы сейчас вот работаем прорабатываем вопрос по созданию научно-исследовательского центра музея татарской миграции, который будет в самом Кремле. И мы, когда вот сейчас копаем вот эту полностью историю, мы понимаем, то, что вот и Галиаха сейчас, и Гаязис, как и когда это наследие, это все изучается. И вот нынешнее поколение, которое проживает там и проживает, вот если Россию скажем, это государственно образующий народ татары, это коренной народ, мы там слово диаспора никогда не используем. А в странах зарубежья, когда после революции 1917 года они переселялись, наши соотечественники, из Китая, Японию, уже после 50-х годов, уже, получается, в Америке, они там в Вашингтоне, Нью-Йорке, Калифорнии, Майами создают эти организации и продвигают наши интересы и возрождают эту историю, а не тоже личности. И мы вот на сегодняшний день, почему у нас очень есть хороший проект, Милляджина, который мы провели в рамках столетия ТАССР, и в этом году, перед переписью татарского населения, именно на Милляджина мы и хотели, вот вы именно говорите, Рауль Сагди и так далее, и Рашид Сюняев у нас, астрофизик. Конечно. Это, то есть, те имена великих наших ученых. Это можно все продолжить. Конечно. Но наряду с ними я бы еще и хотел выделить бы наши именно татарские общественные организации, их руководители, представители, которые на местах также работают над этим. Смотрите, вот сейчас тоже Эльмира говорил о том, что нужно создавать условия, да, условия созданы. Необходимо все-таки нам удерживать вот таких вот замечательных людей здесь, талантливых, гениальных и так далее. Либо максимально поддерживать с ними связь и отправлять как амбассадоров нации. Чтобы не уезжали, Можно я скажу вот, на предыдущий, да. в общем-то, вопрос, хочу поддержать Рауля Равильевича, сказать, что вернее, подчеркнуть, что нет, странный вопрос, опять-таки, нет, не существует какой-то такой строгой иерархии, что важнее, этнос в мировом пространстве или личность в мировом пространстве, как представитель этого этноса. Это почти что из разряда, что важнее, что главнее, яйцо или курица. Дело в том, что этнические сообщества – это естественное образование, которое вот в мировой истории, так сказать, это естественное образование, которое нужно сейчас на современном этапе, но опять-таки это злободневность для политиков, для государственных деятелей, для государственных учреждений, в принципе для государства. И личность. Так вот, а если посмотреть на личность в этническом концепте, в этническом контексте, то надо создать такие условия, надо, чтобы в идеале должны быть такие условия, чтобы личность могла реализоваться вот в рамках этого этноса. Я, как историк советского периода, хочу сказать, что вот в советский период было очень много ярких ученых среди математиков. Вот сегодня уже звучали имена Сагдеевых, Сюняева. Я сюда могу добавить Камиля Валеева и многих других ученых, которые работали в мировом масштабе, их и знают. Вильмир Заянов. Да, Вильмир Заянов, конечно же. Так вот, Камиль Валеев, он говорил о том, что он очень интересовался татарской историей, но он понимал, что ему не дадут реализоваться в этой сфере в рамках коммунистической идеологии, поэтому он пошел в математике. И еще вот в связи с реализацией вот этого этнического чувства, этнической самоидентификации, хочу привести пример Саимы Софиевны Каримовой. Это герой соцтруда. Она открыла южно-якутский угольный бассейн. Благодаря ее изысканиям, в общем-то, там в промышленных масштабах стал развиваться крупный территориально-промышленный комплекс. Так вот, казалось бы, человек полностью реализованный. Герой соцтруда, у нее там ордена были, она была почетный гражданин города Нерюнгри и масса-масса других, еще депутат и так далее. Но вот в интервью со мной и в фильме, который потом был создан о ней, она высказала такое, что, вы знаете, конечно, у нас равные все нации,
но что-то умирает татарское в душе, грустно от этого. Хочется как-то себя проявить. Она говорит, когда я в беседе со мной, она сказала, что я заглушала свое этническое чувство тем, что пластинки из Татарстана везла. Так вот, подводя итог, да, как бы сказанному, надо, чтобы вот были созданы такие условия, чтобы и этносы могли реализовываться как этносы, как вот их лучшие качества, этнические, этнополитические образования, и личность, если, как говорится, ее выбор в рамках этого этноса. Если нет этих возможностей, то очень часто личности уходят, компенсаторный механизм уходит в то, если что представлять, они... да, все-таки этнос, да, как такой, как мировой бренд, то кто его должен продвигать, да, вот по законам маркетинга? Средства массовой информации, там, культура, искусство, организация, может быть, понятно, торговля, диаспора, да. понятно, Да. и так далее, Всемирный и так далее. конгресс Кто татар. еще? Может быть, мы обратимся еще вот к нашему товарищу, который в Финляндии, да, Равиль Хадрат. На самом деле вопрос очень интересный. Я тоже не разрывал бы этнос от каких-то его ярких представителей, потому что, допустим, в Финляндии очень многие знают про татар. Почему? Потому что здесь есть люди, которые представляли эту нацию. Допустим, наши предыдущие председатели, они обращались и с президентом, и с депутатами парламента, и на форумах общались, и их представляли именно как татар, как татарскую нацию. Если бы не было у нас таких ярких личностей, которые представляли бы нацию, то, конечно же, нация не была бы так представлена. Поэтому здесь очень тонкая грань между личностью и его этническим принадлежностью. Но все-таки нужно гениальных здесь взращивать, сохранять, удерживать максимально. Либо все-таки как амбассадоров нации Да, использовать. больше, да. И то, и другое. Вот в продолжение того, что Хадрат сказал, ведь до таких личностей, как, допустим, Рудольф Нуриев, в Европе, в мире о татарах, ну что знали? Татарское нашествие, не более того. А когда встречаешься вот с коллегами, особенно учеными из зарубежных университетов, когда говоришь Татарстан, татары говорят Рудольф Нуриев. Понимаете? И чем больше наших таких вот звезд, талантливых людей за рубежом, они, конечно, здесь, хочется их видеть здесь, но если они живут за пределами нашей страны, то тоже в этом ничего страшного нет. Просто я хотел бы обратить еще внимание, что татары, как нация, добивается больших успехов не только в области спорта, не только в области, скажем, бизнеса, но, обратите внимание, это в области искусства. Да? Это кроме Рудольфа Нуриева, наверное, надо назвать еще Ирик Мухамедова, который сегодня блистает на европейских сценах. Вон, Аида Гарифульна, вот, Эльмира, наши, например. Да, поэтому талантов у нас много, на всех хватит. Хорошо, в завершении программы коротко буквально 3, может быть, каких-то или ключевые явления, события, которые внесли самый яркий вклад татар в мировую историю. Еще, то есть вот подытожим. Явления, события, люди. История, яркие, выдающиеся ученые и, надеюсь, хорошее наше будущее. Я сказала бы о людях. Если мы говорим вот в таком, как этнос и личность, и в мировом пространстве татары, то все-таки здесь актуален политический контекст. Поэтому я бы хотела выделить в 20 веке, поскольку я занимаюсь 20 веком, это Гаяз Исхаки, Мирсаид Султангалеев и Ментимир Шаймиев. Спасибо, Данис Фанисович. Я бы назвал бы это единый татарский народ. И созданный 30 лет тому назад Всемирный конгресс татар. 29 лет назад принята Конституция Республики Татарстан. Да, Давайте здесь на следующий год у нас 30-летие Всемирного конгресса татар, который консолидирует татарский народ и который и формирует национальное самосознание. И наряду с великими именами ученых, деятелей искусств, просветителей наших, это вот я бы все равно отделил бы наши также татарские общественные организации, которые транслируют на сегодняшний день наш родной язык, культуру, историю. Эльмир, кого? Кого, что? Ну, тут за историю, за политику отвечает за организации. Так как я представитель культуры, я могу сказать, что для меня яркое событие, новый толчок – это первый татарский мюзикл «Алтын Казан». Спасибо. Радик Ильич. Для меня первое – это тысячелетняя история нашей государственности. Второе – это наше многогранное, драгоценное культурное наследие. И третье – это современная созидательная жизнь нашей республики и всего татарского народа на территории России и всего мира.
Спасибо, да, к сожалению, время нашей программы закончилось. Напоминаем, что до конца всероссийской переписи осталось чуть больше недели. Если у кого-то есть вопросы, можно звонить в Всемирный конгресс татар, насколько я знаю. Там работают телефоны горячих линий, работают юристы. 221 78 78, код Казани 843. А мы с вами уже увидимся в понедельник в 16:30. Будем обсуждать нарушения, которые выявляются в ходе всероссийской переписи населения. Так что увидимся в понедельник. Рамиль До Хазрат, свидания. спасибо вам тоже. Всего доброго. Спасибо большое. Будьте здоровы. Там пять, говорит, если я горжусь, 5 что я башкир татарин. было в этом списке, реально, все татары были. Поэтому меня просто...